Вы смотрите топ-10 самых важных и ярких новостей, которыми запомнилась Якутия за эту неделю. В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов первого общероссийского конкурса МЧС России «Искусство на службе спасения». Авторы лучших работ были удостоены наград «Золотой», «Серебряный» и «Бронзовый витязь МЧС России». От Республики Саха-Якутия призовые места заняли 2 сотрудника. В номинации «Изобразительное и прикладное искусство» приз «Золотой витязь МЧС России» за пропаганду художественного искусства, создание снежных фигур и ледовых скульптур, художественную резьбу по кости получил Винокуров Александр Анатольевич, прапорщик внутренней службы, старший инструктор по вождению пожарных машин пожарно-спасательной части. А в номинации «Видеосюжеты» приз «Бронзовый витязь МЧС России» за видеосюжет «Ветераны МЧС» был вручен Абрамову Виталию Ивановичу, инженеру группы сетевого администрирования Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по республике. Призы якутянам вручили директор Института культуры МЧС России, народный артист России Николай Бурляев и актер, режиссер и сценарист Сергей Маховиков. Холдинг «Сахамедиа» завершил прием обращений в рамках мультимедийного проекта «Главный вопрос», благодаря которому якутяне могут обсудить с главой республики Егором Борисовым самые важные темы. В редакцию ЕСИА поступило более 60 вопросов от жителей республики. Якутян волнует, построить ли мост через Лену, сохранятся ли северные надбавки, будут ли власти и дальше поддерживать многодетные семьи, как сформируются тарифы на электроэнергию. Прием обращений для декабрьского выпуска завершился 15 декабря в 15:00. В пятницу экспертное сообщество, состоящее из журналистов холдинга, редакторов улусных газет, определит 5 актуальных тем, а главную из них выберут сами читатели путем голосования, которое стартует в понедельник, 19 декабря на сайте ЕСИА. Именно на эти вопросы ответит Илдархан. Союз театральных деятелей в Москве определил и досрочно объявил первых лауреатов театральной премии «Золотая маска-2017». Награды за выдающийся вклад в развитие театрального искусства удостоился художественный руководитель Саха-академического театра имени Платона Алексеевича Аюнского, государственный советник Якутии Андрей Борисов. По словам Андрея Борисова, полученная премия – это заслуга не только его, но и 3 руководителей республики – Михаила Николаева, Вячеслава Штырова и Егора Борисова. Он подчеркнул, что без их поддержки во время его поста в кресле министра культуры республики развитие якутских театров шло бы гораздо медленнее. Он также отметил, что в России «Золотая маска» считается театральным «Оскаром». Вместе с Андреем Борисовым награду получают актеры Олег Табаков и Владимир Этуш. К приезду повелителя холода Чисхана ученики мастерской Кентыкской средней школы изготовили эксклюзивные сани. На них главный новогодний персонаж приехал к детям Верхневилюйского села 10 декабря. Директор школы Ольга Останова сообщила ЕСИА, что в 2015 году якутский Дед Мороз прибыл в гости к детям на Буране. В этом году они решили сделать что-нибудь необычное, чтобы ребята поверили в чудо и ощутили сказочное настроение. Так пришла идея смастерить для Чисхана эксклюзивные сани. По ее словам, подарок для повелителя холода изготовили ученики мастерской УСКГТ. На встрече с Чисханом присутствовали воспитанники школ Наслега и ребятишки из детских садов. Сейчас сани находятся в школе. Коллектив учебного заведения намерен задействовать их в съемках школьного фильма о Деде Морозе. Жительница Якутска Нария Андреева заняла 3-е место в международном конкурсе обладательниц самых роскошных кос России. Именно ее выбрало авторитетное звездное жюри, в состав которого вошли Оксана Федорова, Татьяна Михалкова, Арина Шарапова и Пелагея. Конкурс красоты проходил более 3 месяцев в сети интернет. За 3 с лишним месяца в проекте приняли участие более 400 россиянок из 15 стран мира и более чем 100 городов России, от Калининграда до Петропавловского-Камчатского края. За победу в конкурсе Нарию ждет суперприз – годовой запас натуральных косметических средств от Natura Suberica. В Якутии повышение платы за электроэнергию для населения с июля следующего года будет ниже, чем в 2016 году. Об этом сообщила представителям СМИ руководитель Госкомцен Антонина Винокурова. Тариф на электроэнергию для населения вырастет на 3,8%. Для юридических лиц он останется прежним, проинформировала Антонина Винокурова. Она также подчеркнула, что расчеты сделаны по старой схеме без учета принятия федерального закона о выравнивании энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. Отметим, что в этом году повышение тарифа на электроэнергию составило 7,5%, для юридических лиц – 15%.
Глава региона Егор Борисов наградил лучшие семьи республики в рамках фестиваля «Семья года-2016». В этом году сумма премий семьям, которые ведут активную общественную работу, показывают хорошие производственные показатели и оказывают особое внимание воспитанию детей, была увеличена с 25 тысяч рублей до 300 тысяч. Это решение глава республики принял после встречи с многодетными семьями в День матери России. Помимо этого, в рамках подведения итогов фестиваля социальную выплату на улучшение жилищных условий получила многодетная семья Максима и Зои Абутовых, в которой родились 3 малышей. Стоит добавить, что, опираясь на положительный опыт Якутии по поддержке семьи, правительство России в этом году впервые учредило Всероссийский фестиваль «Семья года». В учебном учреждении Якутска случился трагический инцидент. Студент первого курса технологического института СВФУ скончался 9 декабря во время занятий физкультурой. По словам сотрудников пресс-службы СВФУ, смерть студента могла быть связана с болезнью. 7 сентября при плановом медосмотре в поликлинике у него была выявлена деформация грудной клетки. Рахит. Во время занятий физкультуры в манеже «Юность» студенту стало плохо, и он потерял сознание. Медики учебного заведения не смогли привести его в чувство. Студент умер, так и не приходя в сознание. По словам медицинских работников, причиной случившейся трагедии стала внезапная остановка сердца, передает пресс-служба Следственного комитета. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти студента. Нашумевший якутский детектив вошел в список претендентов на получение престижной кинопремии «Золотой глобус», однако не стал одним из номинантов. Напомним, картина режиссера Костаса Марсана могла побороться за победу в номинации «Лучший зарубежный фильм». Заявку подали якутская кинокомпания «Ардайду» и компания «Кинологистика» по инициативе организаторов Всемирного азиатского кинофестиваля Asian World Film Festival. Фильм «Мой убийца» участвовал в основной конкурсной программе. Ранее лента была представлена в программе «Новое российское кино» на 38-м Московском международном кинофестивале, а также завоевала гран-при 4-го Якутского международного кинофестиваля. Следственное управление Следственного комитета России по Забайкальскому краю сообщило о задержании 3 руководителей службы единого заказчика региона по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Как заявили ЕСЯ в пресс-службе Следственного управления, операция проводилась в режиме строгой секретности. Задержаны директор Геннадий Литвинцев, его заместитель Максим Майоров и главный инженер Константин Выжлов. Один из фигурантов уголовного дела был арестован в Якутске. К настоящему моменту их подозревают в получении взятки в размере 14 миллионов рублей. Отмечается, что все они были связаны с Якутией в то время, когда здесь работал экс-губернатор Забайкальского края якутянин Константин Ильковский. Напомним, последний в течение 9 лет возглавлял компанию «Якутскэнерго». В СМИ также появилась информация о задержании сотрудниками Росгвардии и ФСБ самого Ильковского. Однако в комментарии ЕСЯ якутянин заявил, что все это только слухи. На сегодняшний день Константин Ильковский находится в Москве. Вы смотрели топ-10 самых ярких и важных новостей, которые запомнились в Якутии на этой неделе. До свидания.